Как противостоять стихийным бедствиям? В Ингушетии за последние годы снизилось число пожаров, во многом благодаря оперативной работе систем оповещения и новому оснащению пожарных частей. Один из таких значимых объектов расположился в Карабулаке. Для продуктивной службы здесь предусмотрены все условия. Благородная миссия в экстремальных условиях. Магомед Башир Кузьгов уже более 20 лет на страже против стихии. Старший водитель пожарно-спасательной части. Каждый выезд начинает с проверки техники и необходимого инвентаря, отсутствие которого может привести к печальным последствиям. Поэтому Магомед Башир всегда на передовой. Все время, сколько я работаю, массханы организованные, башбожи, новости, дикие, тушидят, документы школьные уж, взрывоопасные уж, положение на богуж, метижнисени док, уже условия, халханят условия, практически на голую сетку мы спали. Так, халха вот хаваля вор, пожарники биша батяли. Когда пришел сюда, уже совсем другое, уже ваша дать. В пожарно-спасательной части номер 4 несколько единиц техники. У машины с повышенной проходимостью оборудованы цистерной вместимостью до 3 тонн воды, которые 24 часа ожидают вызов в пожарном депо. Как видите, большой емкости и малой емкости. Автомобиль быстрого реагирования, то есть это на реагирование на ДТП. А эти автомобили непосредственно уже для тушения пожаров. В карауле 8 человек. Раньше у нас в этой части находилось всего 2 единицы техники. Одна была на выезд стояла, вторая в резерве. Сейчас у нас 3 единицы техники, непосредственно все 3 на выезде сразу. Чрезвычайные ситуации всего города и района на полном контроле. Для огнеборцев в двухэтажном здании предусмотрено все. Служебные помещения, диспетчерская, караульная, комната приема пищи, психологической разгрузки, учебные классы и многое другое. Нет психологической разгрузки с левой стороны. Это где личный состав может прийти как бы и отдохнуть. Да, отдохнуть. Но это как бы не комната отдыха, это именно психологической разгрузки, то есть, чтобы было понятно, при происшествиях, которые связаны с погибшими, то есть в связи с чем эти комнаты психологической разгрузки были введены в пожарной части подразделения, именно для того, чтобы человек мог восстановиться. Во время рабочего визита в Ингушетию министр МЧС России Евгений Зиничев посетил нововозведенную пожарно-спасательную часть номер 4 города Карабула. Вместе с руководителем региона Юнусбеком Евкуровым и начальником главного управления МЧС России по Ингушетии Русланом Калоевым проверили готовность сил и средств части, которая имеет на вооружении самые современные образцы пожарно-спасательной техники. Все атрибуты, которые должны присущи быть пожарной части, здесь есть. И значит, коммунальные услуги, то, что мы установили здесь оборудование, как и обогревателя, так и на электричество, оно минимальные затраты, поэтому немножко есть, конечно, у нас свои какие-то еще доработки, которые мы предлагаем. Общая стоимость была по реконструкции 40 миллионов, 47 тысяч и так копейки. Если в эту сумму уложились, здесь не аттестованные сотрудники? Ну, у меня аттестованных пожарных нет. Далее по плану знакомства с музеем. Здесь представлены достижения спасателей, многочисленные кубки, медали за героизм и отвагу, почетные ордена. Все эти заслуженные трофеи – показатель работы МЧСников. Осмотрели также элементы обмундирования, которые вошли в историю, в том числе и первые пожарные каски. Особое внимание здесь уделили Шахмурзе Бекову, первому руководителю пожарной охраны Ингушетии. Вот это первый начальник управления. Еще члена Ингушетии, Бехов Шахмур. Ну, сейчас у них династия уже, его сын, полковник, вот недавно уволился. Второй сын майор, служит у нас то же самое. Душевые, санузлы, раздевалки, складские помещения и собственный спортзал для поддержания физической формы. Не скажешь, что пожарно-спасательную часть открыли еще в 1957 году. В штате насчитывается около 40 огнеборцев, которые выполняют широкий спектр задач в любое время. Сказать, что этому зданию в этом году исполнилось чуть больше 60 лет, практически невозможно. Полная реконструкция здесь завершилась еще в 2016. Как выглядел этот объект ранее и как выглядит теперь, символично напоминает вот эти картинки, расположенные на лестничной площадке.
Затем последовала официальная церемония награждения отличившихся в несении службы представителей ведомства. Среди награжденных и Хазир Бекбузаров, водитель пожарно-спасательной части номер 3, который помнит, насколько трудно было нести службу в начале своей карьеры, когда не было элементарных условий. О таком здании можно было только мечтать. Пожарной части. Так он, дух части шайлай, дик мотик туаянитха, ялга гимсан. Условия дух кудикей, халкын шайхи. Камелдаш дикиян условия. Я он му условия жербад. Ауж мотиге масерге бай калут даже здание чидагат, бад. Han сакы из Мухаммада ялга гимсан дикиян. Сегодня же пожарно-спасательной части номер 4 присвоили имя подполковника внутренней службы, первого руководителя пожарной охраны Ингушетии Шахмурзы Бекова. После чего делегация посетила одну из главных достопримечательностей республики – мемориал памяти и славы, где министр МЧС России и глава Ингушетии возложили цветы к вечному огню в память о погибших воинах. Зелимхан Калоев, Марибек Миржоев, Новости 24.